Новой рабочей недели, и это ли не повод порадоваться? Меня зовут Павел Танин, давно не виделись в эфире, вот, наконец, этот день настал. Вместе с вами всю неделю буду просыпаться в этой студии, заряжать вас на трудовые подвиги, благо целых 5 дней на то, чтобы совершить великие для себя, как минимум, дела. Ну а в конце недели, конечно же, вместе с вами этим подвигом мы порадуемся. А что нас в течение недели ждет? Да, в принципе, как и всегда, это интересные личности, с которыми будем общаться здесь, в нашей студии. Конечно же, постоянные рубрики и много-много полезной и интересной информации. И сегодня все это также будет. Ну а прежде чем мы перейдем к самому основному и самому сладкому, конечно же, хочется отметить и напомнить, что накануне мы вместе с вами отмечали сразу 2 праздника в один день. Во-первых, это День матери в Республике Саха-Якутия и День отца в России. И начнем сегодняшний наш эфир с небольшого видео поздравления, которое адресовано всем матерям Якутии. Сегодня в Республике Саха-Якутии отмечается День матери. Мы, мобилизованные, которые находимся в Приморском крае, поздравляем наших жен, мам, бабушек с этим прекрасным праздником. Күвей иелер битигер, кергеттер битигер, эбелер битигер, баргытыгар икистиңе гарде. Ура! Поздравляем! 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 Замечательное поздравление. Ну а я также хочу напомнить, что работаем мы всегда в прямом эфире. У вас есть всегда возможность участвовать в этом эфире. Ну, во-первых, можете подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Найти его достаточно просто. Заходите в сам телеграм, в поисковике пишите слитно «Утро Якутии» или же переходите, сканируйте QR-код, который видите сейчас на экране, и прямиком на наш канал попадете. Помимо этого у нас есть номер мобильный 8 914 273 4488. Туда можете отправлять все свои какие-то новости, которыми хотите поделиться, какие-то поздравления, приятные события. Все обязательно мы прочитаем, по возможности зачитаем в эфире. Ну и приступим к тому, что поговорим о том, что же произошло в мире, пока мы спали. Такая короткая зарисовка прошедших событий. Почти 450 якутян подали заявление через госуслуги для участия в частичной мобилизации в качестве добровольцев. Об этом ЕСЯ сообщил военный комиссар республики Александр Авдонин. Продолжим тему последних новостей. Недавно получил одобрение закон, запрещающий торговать животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. В нем закрепилась необходимость устанавливать требования к местам, где торгуют животными. Об этом сообщает ТАСС. Животных часто содержат в ненадлежащих условиях, за ними не осуществляется должного ухода, нарушаются санитарные правила. И вот изменения, предусмотренные законодательством, направлены на то, чтобы создать оптимальные условия для животных в местах, где ими торгуют. Поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. Ну вот помимо этого, конечно же, ранее в Госдуме предложили штрафовать тех, кто выкидывает животных на улицу, на сумму до 30 тысяч рублей. Штрафы для хозяев животных, покусавших людей, достигнут 200 тысяч рублей при условии отсутствия уголовного состава. На самом деле, конечно, инициатива очень хорошая, потому что, особенно она касается штрафа для хозяев, чьи животные покусали людей, потому что, призывы о том, что за животными своими нужно следить, уже звучат давно, видимо, должного эффекта они не возымели, поэтому, думаю, наказание рублем самое, оптимальное и действенное в этой ситуации может стать. Ну а мы перенесемся в культурную столицу нашей страны, и новость, хоть и с культурой не связана, тем не менее, очень интересная. В Санкт-Петербурге прокладывают участок греющей сетки, которая помогает избежать образования наледи в холодный сезон на проезжей части. В первую очередь данную технологию опробуют на территории возле Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Многие жители Санкт-Петербурга ожидают прихода зимы с беспокойством. Каждый год гололед приводит к падениям и травмам, однако существует метод устранения данной проблемы. Это теплый тротуар. Так, к примеру, делают в скандинавских странах. Вот греющая сетка для Санкт-Петербурга изготовлена в Ленинградской области. И, как сказал гендиректор компании-разработчика Зинченко, это современный элемент, на данный момент не имеющий аналогов. Причем он сделан целиком из российского сырья. Предположительно, система способна выдержать мороз до минус 60 градусов. Появится ли нечто подобное на остальных улицах культурной столицы, пока не ясно. Но если появится, то не скоро.
Вот, конечно, если приживется эта технология, будет замечательно, и будем надеяться, что доберется она и до нашего региона, потому что раз она выдерживает температуру до минус 60, ну, как минимум, в столице нашего региона ее использовать можно будет. И, мне кажется, многих людей она от травм, которые наступают и весной, и осенью, конечно же, может спасти. Будем, как говорится, надеяться. Ну и на этой теме самое время поговорить о том, какая же погода нас сегодня может ждать за окном. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 2 до минус 3, в заречной группе от минус 3 до минус 8, в южных от минус 5 до минус 7, в Вилюйской группе от 0 до плюс 1 градуса, в Нижнеленских от минус 2 до 0, в западных от минус 1 до 0, в Колымо-Индигирской группе улусов от минус 8 до минус 19, в Янских от минус 6 до минус 10, на северо-западе от минус 3 до минус 7. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра остановилась на отметке минус 2 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидается снег, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем прогреется до отметки 0, минус 2 градуса. Ну а с 18 по 22 октября этого года в историческом парке «Россия. Моя история» пройдет фестиваль профессий «Билет в будущее». Школьники 6 по 11 классы получат уникальную возможность погрузиться в мир специальностей прошлого, настоящего и будущего, узнать также навыки наиболее востребованных профессий, самостоятельно попробуют понравившиеся профессии, а также получат советы и рекомендации от профессиональных наставников. И вот подробнее об этом фестивале сегодня поговорим с директором Центра опережающей профессиональной подготовки Владиславом Хабаровым. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Ну вот подробнее расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что же это будет, с какой целью вообще проводится это мероприятие. Да. Доброе утро. В городе Якутске впервые вообще проводится такой большой масштабный фестиваль профессий. С 2018 года наша республика участвует в проекте «Билет в будущее». И вот сейчас с федеральным оператором согласовано проведение масштабного фестиваля профессий. Что такое фестиваль профессий? Это Центр опережающей профессиональной подготовки совместно с историческим парком «Россия. Моя история» проводим на базе музея большой фестиваль, где приглашаем школьников от 6 до 11 класса посетить профессиональные пробы. «Билет в будущее» и вот этот проект «Фестиваль профессий» — это про то, что профориентацию сейчас о том надо проводить по-другому. Надо не только рассказывать про профессии, но и дать возможность детям, школьникам, попробовать руками. Больше практики. И они действительно в музее с 18 по 22 октября попробуют профессии руками. Попробуют стать геймдизайнерами, попробуют проводить какие-то работы по компетенции интернет-вещей, например. Ну вот мне понравилась формулировка, что будет возможность познакомиться с профессиями как прошлого, так и будущего, и настоящего, соответственно. Ну, во всяком случае, на различных ярмарках вакансий такого я не встречал лично я. Другие наши зрители, возможно, тоже. Вот расскажите, что допустим, из прошлого будет представлено, что в противовес покажем из будущего. Да, сама идея фестиваля, она посвящена столетию образования нашей республики. И действительно, когда школьники придут к нам на экскурсию, на профессиональные пробы, мы начнем с того, что расскажем, какие профессии были 100 лет назад и как они быстро поменялись и в какие сейчас есть профессии в современном мире. Столетие нашей республики мы отмечаем, и действительно мы начнем с зоны прошлого. Там наши экскурсоводы, гиды расскажут и дадут тоже попробовать руками профессии столетия. Ну а потом уже у них будет возможность окунуться в мир современных профессий. И для родителей, и для детей это очень важно, потому что столько из-за развития современных технологий появилось новых профессий, которых даже некоторые школьники и родители, наверное, не знают. Да и многие взрослые, даже не обязательно родители, в принципе. Но а каких результатов от этого фестиваля вы ожидаете? Во-первых, дети попробуют эти профессии на практике, они для себя откроют новый мир современных профессий. Мы до этого делали опрос школьников, какие профессии они сейчас знают.
И мы считаем, что после этого мероприятия у них расширится кругозор для наших профессиональных образовательных организаций, вузов, которые на территории республики, появится намного больше абитуриентов по разным широким направлениям подготовки. Вот вы упомянули, что «Билет в будущее» — это вообще федеральный проект, и вот фестиваль профессий — это всего лишь одна, я так понимаю, малая часть, одно из мероприятий, которое входит в этот проект. Можете подробнее рассказать, что еще входит в «Билет в будущее»? Да, «Билет в будущее» — это большой проект, который в 2018 году стартовал по всей стране. И вот на самом деле охвачено им не только вот 800 школьников, которые примут участие в фестивале профессий. В прошлом году, например, около 15 тысяч школьников со всей Якутии принимали участие в этом проекте. Первый этап проекта «Билет в будущее» — это профессиональная диагностика. Они проходят тестирование по всем мировым канонам, и они понимают, как после этого тестирования, какая профессия им больше подходит. Ну, больше какое направление им подходит. И после этой рекомендации они уже должны посетить профессиональные пробы. Фестиваль профессий, который проводится вот, на базе исторического парка, это дополнительная квота для нашей республики. На самом деле «Билет в будущее» он будет и проходить после этого фестиваля. И благодаря вот, фестивалю профессий, который дополнительно пробила для себя республика, мы охватим еще большее количество детей в этом году. И для нас это, конечно, для республики это хорошо. Вот опять же вернемся к фестивалю. Насколько мы знаем, еще объявлен среди участников фестиваля конкурс эссе «Профессия столетия». Вот интересно такое название. В двух словах, ну, можно даже, в принципе, расширенно рассказать, что же за конкурс такой. Да, дополнительно, чтобы подогреть интерес наших школьников, мы объявили конкурс вот, «Профессии столетия». В рамках этого школьники после посещения исторического парка должны написать эссе про профессии, какие профессии они поняли, какие профессии, которые они выберут, и профессии их родителей, может быть, их родственников. В общем, они должны написать коротенькое эссе и направить на нашу почту sop14.ru, либо ВКонтакте разместить эту информацию, и после этого мы выберем победителей. Призы очень хорошие. Ну и последний вопрос в двух словах. Все желающие могут в фестивале принять участие? Фестиваль профессий и вообще «Билет в будущее» — это такой проект, где принимают участие совместно школы, родители и дети. Да? И регистрация их начинается заранее, до вообще фестиваля. Так что, да, в этом году мы считаем, что фестиваль профессий уже зарегистрировано 800 школьников, но дополнительная регистрация начинается уже с сегодняшнего дня на проекты «Билет в будущее». То есть фестивали профессий, если даже они не примут участие, они все равно... «Билет в будущее» можно попасть. Владислав, спасибо большое за интересную беседу. Надеюсь, все пройдет замечательно. Но прямо сейчас короткая пауза, после которой вернемся. Якутия, доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. Якутия получит более 8 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья. Правительство России направило еще 24 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья в регионах страны. Из них республика получит 8 миллиардов. Эти средства направят на то, чтобы обеспечить снос или реконструкцию аварийных домов и дать гражданам возможность переехать в современные квартиры. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Примерно 450 якутян подали заявление для участия в специальной военной операции в качестве добровольцев. Об этом сообщил военный комиссар республики Александр Авдонин. Добровольцем по своему желанию может пойти гражданин с 4 и более детьми, а также не служившие. Все проходят медицинское обследование. При наличии противопоказаний мы им отказываем, добавил Авдонин. По словам военного комиссара, добровольцы проходят боевое слаживание и служат в одних и тех же частях. В качестве добровольца можно записаться на портале госуслуги. Кроме того, на сайте можно оформить отсрочку от призыва к мобилизации. Более 250 волонтеров помогают семьям мобилизованных в Якутии и оказывают помощь по бытовым вопросам доставки продуктов и лекарств. Об этом сообщил руководитель регионального штаба «Мы вместе» Илан Винокуров. Так, в селе Ужулум Чурапчинского района студенты аграрно-технического колледжа оказали помощь семьям, отцы которых мобилизованы. Молодые люди помогли привезти дрова из пилорамы, наколоть и собрать в поленнице, заготовить лед на зиму, убрать снег во дворах.
Волонтерскую помощь можно получить в каждом районе республики. Штабы созданы во всех муниципальных образованиях. Заявки принимают по номеру телефона горячей линии 122. А работники культуры помогают в сборах мобилизованных. Коллектив Национального театра танца имени Сергея Зверева подключился к акции по шитью аптечек для солдат. Напомним, матери, бабушки, активисты общественных организаций и неравнодушные люди республики решили своими руками поддержать бойцов. Шьют аптечки, сумочки. Теперь аптечки готовы к отправке в воинские части. Национальный театр танца, как и все учреждения нашей республики, оказывает помощь в сборе необходимых предметов для поддержки военнослужащих. Сегодня пошивочный цех наш закончил заказ по пошиву индивидуальных полевых аптечных кармашков. В эти дни в театре будет организована полка добра, в котором каждый работник театра сможет лично оказать свою сильную помощь. Ученики школ, которые гордо носят имена героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров орденов, собрались на республиканский слет. В Якутии 22 образовательным учреждениям присвоено звание легендарных героев. Школьники рассказали о боевых путях и о жизни героев, показали их фотографии и личные вещи. Затем о патриотическом воспитании говорили на дискуссионной площадке. Участники демонстрировали свою проектную деятельность, добрые слова и скорой победы они пожелали в своих письмах участникам специальной военной операции. Письмо солдату – это акция, которую проводят по всей России. Я написала письма солдатам спецоперации. И в то же время мне было грустно, но я ими очень сильно горжусь. Хочу, чтобы они берегли себя и поскорее вернулись домой живыми и здоровыми. И чтобы был мир во всем мире. Это «Утро Якутии», 17 октября на календаре, понедельник, начало недели. Мы продолжаем наш эфир. Приветствуем всех, кто только присоединился к нам. Ну и сразу хочется отметить, что сегодня, 17 октября, в России профессиональный праздник отмечают участковые терапевты, с чем мы, конечно же, поздравляем их. И также сейчас мы с вами узнаем, какими же еще событиями, датами запомнился сегодняшний день. На календаре 17 октября. Сегодня отмечают День участкового терапевта и Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. По народному календарю Ерофеев день. В народе верили, что на Ерофея по лесам бродят лешие. В этот день в лес старались не ходить, даже в случае крайней нужды. Этот день в истории. В 1480 году в этот день началось знаменитое стояние на Угре, закончившееся окончательным освобождением России от монголо-татарского ига. В 1740 году в этот день участниками экспедиции Витуса Беринга основан Петропавловск-Камчатский. 17 октября в Москве основан первый в мире государственный музей игрушки, ставший к тому же первым музеем этого профиля в Европе. Его основал Николай Бартрам, художник, искусствовед, коллекционер и музейный деятель. В 1938 году в этот день в Советском Союзе учреждена медаль за отвагу. Согласно положению, им награждались за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга. В 1945 году, 17 октября, Кёнигсберг включен в состав Советского Союза. Следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кёнигсберг с прилегающими землями был включен в состав Советского Союза. В апреле 1946-го в составе РСФСР образовалась соответствующая область, а спустя 3 месяца ее главный город получил новое название – Калининград, в память умершего всесоюзного старосты. В 1961 году в этот день открыт Государственный Кремлевский дворец. Одна из лучших и престижнейших театрально-концертных площадок Москвы и России. Он прочно закрепил за собой звание главной сцены страны. В этот день родились Григорий Орлов, российский государственный деятель, граф; Сен-Симон, французский социалист-утопист; Андрей Гречко, советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза; Иоанн Павел I, глава Римской католической церкви в 1978 году, 263-й папа римский; Яков Павлов, советский военный, герой Сталинградской битвы. Именины сегодня отмечают Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон и Яков.
Вообще, после просмотра нашей рубрики «Даты и события» задумываешься о том, как же все-таки быстро летит время. Сколько интересных событий происходит ежедневно. Какие-то незаметно и тихо пролетают, а какие-то могут и в памяти осесть надолго. Вообще, время — это дорогой ресурс, ведь порой одна минута может изменить всю жизнь, как это, допустим, произошло у Баймурада Алырбердиева. Многие знают его под таким псевдонимом, скажем так, Таджик Джимми. Я думаю, многие сейчас вспомнят тот самый видеоролик где-то примерно со строительной площадки, где так сказать, исполнял наш герой песню «Джимми, Джимми, Ача, Ача». Он тогда, это произошло 15 лет назад, и именно эта минута славы сделала его мегазвездой интернета и изменила жизнь. И сегодня он передает пламенный привет всем нашим телезрителям. Якутия! Привет большой от меня. Всем привет. Я вас очень уважаю. Я там в 2013 году в Якутии был. Гостеприимный, такой природа красивая. Рыба. О, очень рыба. Какое красивое место. Так что всем привет. Еще один привет скажу для женщины, которая в Якутии живет. Девушка красивая Доза. Ты моя красивая роза. От тебя, милая, кайфую, и только я тебя ревную. Налей ты виски, выпьем по-русски. Куда летишь, ай, брат, говори по-русски. Русская народ, всегда вперед. Руслан мы вдвоем, а души родной. Девушка красивая Доза, Россия большой, страна золотой. Девушки бомба, пацаны крутой. Всем привет, дорогие друзья. Джимми, 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 ача, ача, ача. Джимми, 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 ача, ача, ача. Tonari hobiton, nang isi tum se churitum, aha muche churiti, achar mirisa, gicha gicha gira, tonari hobiton, tonari hobiton. Всем привет! Ну, я тебя, наверное, пожелаю всем вам вот с такой же жизнерадостностью этот день сегодняшний, а может быть и всю неделю пройти. И, возможно, на этой неделе у вас появится своя вот этот момент, который нужно не упустить, который также изменит вашу жизнь. Ну а вообще, говоря про песни, конечно же, многим хочется иметь такие же вокальные данные. Но что делать, если душа поет, но многих это раздражает? Целебная сила пения научно доказана. Звуковые вибрации положительно влияют на человеческий мозг и внутренние органы, эмоциональное и психологическое состояние, продолжительность жизни и развитие лидерских качеств личности. Как же хочется иметь красивый поставленный голос, который ценится на сцене и дома, в кругу друзей и коллег. На помощь придут уроки вокала, на которых побывала моя коллега Катерина Винокурова. Сегодня мы узнаем о том, как рождаются песни, о том, как они записываются и как в конечном итоге выглядит продукт. Находимся мы на студии у продюсера Семена Чинянова, с которым, собственно, и будем общаться. Здравствуйте, Семен. Здравствуйте. Как рождается песня? Вот с чего она начинается? Как появляются стихи? Чем вы вдохновляетесь? Как это все вот происходит? Какой процесс? Сейчас вообще во всем мире и в России есть направление как songwriting. То есть тот человек, который создает песни для артистов. Есть творческая вот такая сторона, то есть там я нашел какой-то стих, я влюбился в этот стих и написал мелодию на этот стих, и вот продумал как-то и дал кому-то спеть. Вот. Раньше так было. А сейчас вот конкретно по проектам продумываем, вот по темам, да. Вот. Вот это вот направление сонрайтинга, это сейчас очень популярно по всему миру. И как бы, и скорее всего вот бывает так, что не только один человек тут работает, а уже целая команда, да. Когда вот создается песня,
То есть основная задача лежит на то, что вот это от много, но лежит на то, что мы, например, должны уже окончательную версию, именно уже, например, песни должны знать. То есть мы должны стремиться к какому-то вот именно идеалу. Я стараюсь много работать и сотрудничать уже с зарубежными музыкантами, там, звукоинженерами. Сейчас с московскими тесно работаю, с компанией Lavina Records. И мы очень сильно продвинулись по этому направлению. Раньше мы у себя дома просто делали, а сейчас уже к этому уже серьезный подход. А есть какой-то, не знаю, секрет написания хита? Вот все мы знаем, что какие-то песни выстреливают, какие-то нет, да? Вот как вот это возможно предугадать? Возможно. Это возможно. Каждый хит имеет свой код. Именно свой код имеет. Вот поэтому вот этот код, секретный. Да, секретный код, многие знают. У кого-то от природы это заложено, а кто-то может это создать сам. Сейчас в современном мире все, что угодно можно продумывать. То есть сейчас мир глобальный, да, и человек сам, если у него голова хорошо работает, то, естественно, он может запросто научиться именно предугадывать, как делать этот хит. Расскажите, кто к вам приходит, чаще всего с какой целью приходят, да? Ага. Ну, в основном ко мне приходит, молодежь ко мне приходит, чтобы стать действительно популярными артистами. А есть те люди, которые уже, там, скажем, уже взрослые, в возрасте даже, есть люди. Они приходят для того, чтобы найти вот внутреннюю вот эту вот свою энергию, силу, раскрыться как-то. Некоторые люди же не умеют именно вот свою эмоцию вытаскивать. Ну, а сегодня над какими проектами вы работаете? Кто под вашим, так скажем, подчинением? Да. У меня сейчас в данный момент 4 новых проекта. У меня Snow Voice, новый состав, да. Я благодаря НВК Саха выбрал новый состав. Вот. Еще у меня сейчас парни, Айстон называется, вот, 5 парней, тоже видели через НВК Саха. Вот. Они выступают сейчас тоже. Вот. Много фанатов уже. Очень прекрасная группа. Хорошо работает парни. И девчачья группа есть у меня. IN называется. Сольная певица. Это Имана ее зовут. Она певица вот северных народов. Она вот на эвенкийском поет, на якутском поет. И в этом году я набрал еще новобранцев. У меня 37 сейчас стажеров, которые проходят. Скорее всего, вы в следующем году увидите. Там проходят отбор, да? Ну да, они проходят отбор, да. Семен, спасибо вам большое за интервью. Надеемся, что с вами мы еще встретимся, пообщаемся о многом интересном. Ну, а следующая информация будет полезной и познавательна всем автомобилистам. Непредсказуемая осень идет своим чередом, температурный фон устойчиво понижается. Ночные заморозки становятся регулярным явлением. И многие автомобилисты Центральной России заметили, что в приложении «Погода» на дорогах появилось подсвеченное красным непонятное явление – черный лед. Оказывается, черный лед – это опасное явление холодного полугодия. Оно представляет собой тонкую пленку прозрачного, почти невидимого льда.
Коварство черного льда заключается в том, что, в отличие от гололедицы, лед образуется на сухой дороге. Происходит десублимация водяного пара, переход из газообразного состояния в твердое, минуя жидкую фазу. Условия для возникновения черного льда складываются в антициклональной погоде, при высокой влажности воздуха и отрицательной температуре дороги. Жителям Якутии такое явление пока не грозит, но все же предупрежден, значит вооружен. Мало ли, вдруг кто-то из вас, дорогие автолюбители, планирует отправиться в Центральную Россию, сесть за руль вот буквально в ближайшие дни, поэтому будьте осторожны. Да и в принципе с нашим гололедом тоже нужно быть предельно внимательным. Ну а продолжая тему этого самого гололеда, давайте обратимся к нашему юристу, ведь никто не застрахован от травм при падении, когда это происходит по дороге на работу или во время самой работы. Кто несет ответственность, если такое произойдет, и на какое возмещение можно рассчитывать в этом случае? Узнаем у нашего юриста. Доброе утро, дорогие друзья! На улице гололед, будьте осторожны, и поговорим сегодня о производственных травмах. Итак, вы упали на льду. Можно ли это квалифицировать как производственную травму? К производственной травме относится, если случай, из-за которого она произошла, признан несчастным случаем на производстве и отвечает признакам, которые установлены в Трудовом кодексе. Итак, ее получил работник или иное лицо, участвующее в вашей производственной деятельности. Травма получена при исполнении трудовых обязанностей, выполнении какой-либо работы по вашему поручению, совершенно иных правомерных действий в ваших интересах. То есть, если я отправила работника, например, отнести корреспонденцию, он упал на льду, да, это производственная травма. Травма получена на территории вашей организации, либо в месте, где работник исполняет свои обязанности. Событие может быть признано травмой, если произошло в том числе во время поездки на работу, на служебном транспорте, а также следования в командировку. Травма получена в рабочее время, в том числе во время установленных перерывов, также сверхурочной работы. Лицо, получившее травму, нуждается в переводе на другую работу. Травма повлекла для него временную или стойкую утерю трудоспособности. Рассмотрим все-таки падение. Вот если вы по поручению руководства отправились что-то относить и упали на льду, да, это травма, полученная при исполнении трудовых обязанностей. Если вы в силу своих обязанностей должны, допустим, находиться на крыльце организации, встречать гостей, и вы на этом крыльце упали, также это тоже травма трудовая. Если вы попали в аварию из-за гололеда, следуя на рабочем транспорте, также это можно квалифицировать как производственную травму. Ну, то есть нужно в каждом конкретном случае, как говорит Верховный суд Российской Федерации, нужно устанавливать все причинно-следственные связи, то есть насколько исполнение обязанностей было связано с нахождением работника в том или ином месте. Можно из практики привести пример, что медик обратилась, что это производственная травма при следовании на место нахождения пациентов. То есть это был педиатр, который следовал к месту проживания ребенка, да, у него был обход именно по вызову, и вот недалеко от места проживания она упала. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны, да, и надеюсь, что никаких травм у вас не будет. Ну а 14 октября стартовал прием заявок на конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия на софинансирование расходов местных бюджетов, направленных на развитие территориальных общественных самоуправлений. Подробнее об этом конкурсе поговорим с заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Андреем Сосновским. Андрей Александрович, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, расскажите подробнее, что же это за конкурс такой, какие гранты разыгрываются, чем отличается от других грантовых конкурсов? Ну, особенностью именно этого грантового конкурса является, что, во-первых, он разыгрывается они непосредственно только между территориальными общественными самоуправлениями. Второй момент то, что могут участвовать не только территориальные общественные самоуправления, но и их руководители. И третий момент, естественно, очень, на мой взгляд, важный, что мы разыгрываем довольно-таки большую сумму, это 17 миллионов. Для первого раза и для такого большого конкурса, мне кажется, это очень хорошая сумма. Ну, как вообще будет проходить этот конкурс? Что нужно, чтобы подать заявку? Конкурс будет проходить у нас в 3 этапа. Первый этап — это у нас, собственно, проводим мы между муниципальными образованиями. Второй этап — это уже муниципальное образование проводят между муниципальными своими районами. И третий этап — это, собственно, когда районы доводят эти денежные средства до территориальных общественных самоуправлений. Тут в нашем случае, именно когда мы проводим это электронно, то есть заявку надо подать на сайте грантов главы в разделе «Муниципальным образованием». Все очень просто, понятно, основные документы, естественно, только учредительные.
Мгм. То есть, кроме учредительных, больше ничего? Ну, еще, естественно, надо показать программу софинансирования в тех лимитах, которые, собственно, заложены на развитие территориальных общественных самоуправлений. И Мгм. все. Ну а по итогу как гранты будут распределяться? То есть есть ли какие-то, может быть, максимальные суммы, которые можно получить, минимальные? Ограничений у нас нет. Самое главное условие, естественно, что, собственно, эти программы были, потому что деньги выделяются непосредственно на софинансирование уже имеющихся программ. Первый момент. Второй момент, естественно, мы всех участников разбили по категории, потому что районы у нас разные, Якутия большая, как вы понимаете, поэтому у нас есть 3 категории. Первая категория — это муниципальные районы до 7,5 тысяч населения. Вторая категория — это от 7,5 тысяч населения до 21 тысячи. И третья категория — это свыше 21 тысячи. Собственно, вот по этим 3 категориям мы будем распределять. В каждой категории у нас будет 5 победителей. То есть 5 победивших районов получают в соответствии со своими заявками денежные средства. Мгм. Ну вот они прикладывают, ну, собственно, деньги получают на реализацию программ, как это всегда бывает. Есть ли какие-то примеры? То есть мы все-таки говорим, что это немного, ну, там, конкурс грантов, отличный от других грантов. Все направлено исключительно на развитие территориальных общественных самоуправлений. Есть ли какие-то примеры уже вот этих программ? То есть что предлагают? Да, мы когда изучали, мы смотрели, что предлагают. Естественно, очень актуальным моментом является туризм для нашей Якутии. Есть направление отдельное, связанное с развитием непосредственно спорта, молодежной политики. И, естественно, у нас сейчас новое направление, которое мы ввели, это помощь семьям мобилизованным. Тоже, мне кажется, актуально, и мы будем отдельно также по нему смотреть. А есть уже какие-то, грубо говоря, живые примеры, которые уже представили на конкурс? Ну, конкурс стартовал у нас вот сегодня, поэтому это актуальная информация. Ну, может быть, кто-то сидел, готовился, уже приготовил эту программу? Мы предварительно с коллегами обсуждали. Естественно, есть проекты, которые связаны с развитием, например, спортивных площадок в своем районе, потому что в чем особенность непосредственно территориальных общественных самоуправлений? У них проекты, которые связаны непосредственно с развитием своих сел, поселений. Они, может быть, не такие глобальные, но они очень важные непосредственно для людей на местах. Поэтому очень много, например, именно по спорту консультаций, проектов, которые хотят подать. И мы надеемся, что в срок до 24 числа, когда у нас заканчивается конкурс, то люди смогут подать заявки. То есть буквально там вот неделя 10, осталось? ну да, если по рабочим дням неделя, а так 10 дней. Вообще заинтересованность большая ли у районов в таких грантах? Заинтересованность большая, потому что если мы говорим по развитию непосредственно некоммерческого сектора республики, в районах ТОСы очень распространены, и эти гранты, как я уже ранее говорил, они первые проводятся, это очень важная именно мера поддержки. И второй момент, который, мне кажется, очень даже существенен, то, что ТОСы, они более просты для населения в понимании именно в организационно-правовой форме, в форме проведения каких-то мероприятий. Поэтому мы в дальнейшем будем развивать эти гранты, будем проводить их уже на регулярной основе, будем стараться сделать так, чтобы наши территориальные общественные самоуправления также развивались по тем направлениям, которые они считают важными, значимыми. Мы всегда с коллегами открыты для диалога и всегда даже в части направлений готовы обсудить, какие новые возможности создать. Андрей Александрович, спасибо большое, что в нашу студию пришли, поделились информацией. Надеюсь, что муниципалитеты будут принимать участие активно. Ну, самых лучших ждет награда и помощь в развитии этих проектов. Но вот говоря, мы затронули такой момент, что популярны проекты, связанные со спортом, так или иначе. Поэтому есть такой немножко странный вопрос, уже не касающийся нашей беседы. Как относитесь к моржеванию? К моржеванию положительно отношусь. Не было опыта, но в целом закаляться надо. И закалялся. Когда-нибудь планируете, может быть, в будущем? Все возможно. Все может быть в этой жизни. Ну, к чему это? К тому, что члены Республиканской Федерации под названием Сахаморжи совершили заплыв в холодной воде в поддержку военных и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины. Мероприятие состоялось в районе 202-го микрорайона на городском пляже с лозунгами «За победу» и «За Россию». В заплыве приняли участие более 10 человек. Как отметили участники заплыва, температура воды составила плюс 3 градуса. Посвящаем нашим воинам, которые спецоперации на Украине воюют, освобождая от нацистов. Через воду мы передаем эту энергию, чтобы
она дошла до них, чтобы они пришли домой, все приехали домой живыми, здоровыми, с победой. Вот тоже такая интересная инициатива у людей, и пусть это послужит примером, так сказать, потенциальным участникам конкурса грантов. Андрей Александрович, еще раз спасибо вам большое, желаю вам отличного дня, отличной трудовой недели, чтобы действительно заявок было много. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Установлены примерные сроки закрытия переправ. На сегодняшний день в силу погодных условий и высоких температур работают переправы на участке Якутск-Нижний Бестях, а также в Вилюйской группе районов. По сообщению Министерства транспорта республики, речные перевозки работают до 20-х чисел октября. Затем в период интенсивного ледостава намерены организовать перевозку грузов по маршруту Жатай-Тихтюр с сопровождением ледокола. В настоящее время на причалах скоплений машин не наблюдают. Паромы работают в штатном режиме. Асфальтирование проездов и тротуаров завершено по 73 адресам Якутска. На улице Федора Попова, 16/3 подготавливают основание и укладывают детскую площадку безопасной резиновой крошкой. Погодные условия никак не влияют на качество материала. Работы по благоустройству всех дворовых территорий закончат до конца октября. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который ввели в пострадавшем от паводка в Верхоянском районе, могут снять на этой неделе. Завершено восстановление социальных объектов, также продолжается ремонт жилых домов. Об этом сообщил первый вице-премьер Дмитрий Садовников. Финансовую помощь на восстановление имущества первой необходимости и в виде единовременной выплаты получили свыше 3900 жителей. Общая сумма составила более 34 миллионов рублей. Кроме того, по поручению главы республики Айсена Николаева, собственники жилья в многоквартирных домах, попавших в зону затопления, получают финансовую помощь на ремонт жилых помещений на первом этаже. А несколько работников Айхальского комбината пройдут профильное переобучение в следующем году. Они захотели получить новые знания о работе на открытых и подземных участках. Об этом работники сообщили во время опроса «Голос Алроса». Специалисты отмечают, анкетирование на предприятии полюбили. Практически все вопросы, поступившие в ходе опроса, отработаны. Например, работники не знали, как оплачивают проезд вахтовикам. Мы разрабатывали памятки в течение 2021 года, которые касаются различных тем. Это и как подключиться к электронному паспорту, и как рассчитывается, начисляется вредные условия труда по специальной оценке условий труда, как, например, ездить можно вахтовым работникам, да, какие билеты оплачиваются, вообще весь процесс. Все эти материалы, информацию мы выкладывали на стойки, которые сейчас расположены во всех основных цехах, в виде маленьких буклетов, где написано все коротко, четко и ясно. Кинотеатр «Лена» запустил акцию «Пойдем в кино». 2 раза в неделю будут показывать фильмы о патриотизме, о любви к родине и близким. В первую неделю акции в кинотеатре показали фильм якутского режиссера Алексея Романова «Ортодайду» про быт и культуру народа Саха. На этой неделе ожидается показ фильма «Рядовой Черен» о молодом охотнике из Якутии, который попал на фронт. В дальнейшем организаторы планируют показывать и российские фильмы. Сейчас идут переговоры с производителями. Мы сделали эту акцию для того, чтобы поднять людям настроение, да? Поднять людям дух, чтобы они как-то отдохнули. Вот. И каждую неделю, во вторник и среду, ориентировочно после обеда, где-то 14:00 или 14:40, в зависимости от сеансов, будем показывать фильмы бесплатно. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Спасибо, Сергей. Ну, а мы, с своей стороны, тоже немножко новостей добавим в это утро еще раз. Долгожданное событие свершилось. В России начал работу завод «Мотор Инвест» в Липецкой области. На нем организована сборка российских электромобилей под брендом «Эволют». Первой моделью станет седан. На начальной стадии работу конвейера сложно назвать полноценным производственным процессом. Тут речь больше о скрупулезной сборке. Компания осуществляет закупки машин и комплектов у китайской автомобилестроительной фирмы
фирмы, затем организует их сборку в готовое авто. Однако вскоре она собирается перейти на полноценное производство. Для данных целей созданы сварочные и окрасочные цеха. Производитель сможет выпускать на заводе примерно 100 тысяч новых моделей каждый год. И эта модель снабжена силовой установкой и аккумуляторной батареей, обеспечивающей автономность хода в 420 километров. Стоимость авто с учетом скидки составит 2 миллиона рублей. Вслед за седаном должны выйти кроссовер iJoy и минивэн iVan. Их цена будет равна 2,5 миллионам рублей. Интересно все-таки, как отреагирует данный автомобиль на наш суровый климат, если вдруг он попадет. Хотя, в принципе, в Якутии, так сказать, гибридные моторы уже давно используются, то есть батарейка, в принципе, может работать. Возможно, не всю заявленную, не весь заявленный километраж, но какую-то километров 100, наверное, проехать можно будет. Главное подождать, когда первая машина появится в Якутске, и все мы сами увидим. Ну, а вообще новости существенным образом влияют на нашу повседневную жизнь, поэтому необходимо проявлять к ним особый интерес, чтобы постоянно быть в курсе тех изменений, которые происходят в жизни. Без них уже сложно представить повседневную жизнь, и наша рубрика «Культурные новости» — это обзор последних событий в мире культуры республики, а также репортажи о наиболее интересных и значимых культурных событиях, сюжеты из театров, концертных и выставочных залов. Здравствуйте! С вами «Культурные новости». Мы сегодня расскажем об интересных событиях в мире культуры в Якутске и республике. С 14 по 16 октября в Якутске пройдут гастроли Калмыцкого национального драматического театра имени Батра Басангова. В рамках гастролей Калмыцким драматическим театром будут показаны сразу 3 спектакля на сцене Саха академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского. Первый спектакль «Я Будда» – это история принца Сиддхарти Гаутамы, который был основателем буддизма и посвятил себя в пути сострадания и милосердия ко всем существам, одаренным жизнью. Второй спектакль «Араш» рассказывает историю маленького мальчика, который ежедневно встречает эшелоны с фронта в надежде увидеть своего отца. Он верит в чудо, и эта вера дает ему силы. Третий спектакль «Калмыцкая свадьба». Как нетрудно догадаться из названия, в основе его сюжета лежит традиционная свадьба калмыков, отображающая обрядовые песни, традиции и элементы народного творчества. Показ организован в рамках федеральной программы «Большие гастроли». В течение октября и ноября месяца в Москве проходит 5-й Большой детский фестиваль, на котором представлены лучшие спектакли, детское кино, анимации, а также цирковые шоу со всей страны. Театр кукол Якутии покажет в столице спектакль «Кюрегей» по сказке Тимофея Сметанина. По словам главного режиссера театра кукол Александра Иванова, это поэтичная и сентиментальная история о преодолении трудностей и тяжелых испытаний в поисках своего счастья. 5 октября исполнилось 111 лет со дня открытия Якутской городской публичной библиотеки и Якутского областного музея, которые представляют собой памятник архитектуры и уникальный пример инженерного сооружения на территории вечной мерзлоты начала XX века. Накануне 111-летия со дня открытия здания сотрудники Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия нашли уникальный документ – телеграмму российского императора Николая II в честь открытия здания Якутской городской публичной библиотеки и Якутского областного музея. 6 октября в село Амга открыта скульптурная композиция, посвященная землепашцам-первопроходцам Амгинской слободы. Композиция расположена при въезде в село. Ее общая стоимость составила 2,5 миллиона рублей. Авторы эскиза композиции – народные скульпторы Владимир Левин, Петр Эляков и Владислав Бурсов. Напомним, Амга была основана в 1652 году как поселение русских крестьян-земледельцев.
На этом наш выпуск завершается. Всем удачного дня. До новых встреч. Интересный факт. Оказывается, астрологи всего мира спорят о существовании 13-го знака зодиака – змееносца. В гороскопическом круге змееносцу соответствует период с 30 ноября по 17 декабря, и представители знака – это люди действий. Змееносцы – люди, которые генерируют энергию внутри себя, поэтому представители знака – сильные духом люди. И чем тяжелее времена, тем сильнее становятся змееносцы. В борьбе, болях и страданиях они черпают свою силу. Не знаю, изменится ли состав знаков нашей постоянной рубрики в ближайшее время, но пока их всего 12, поэтому чего нам, оставшимся не змееносцам, ждать на этой неделе, давайте узнаем прямо сейчас. Овен. Большинство представителей этого знака столкнутся с отсутствием мотивации и нежеланием совершать трудовые подвиги. Состояние будет напоминать профессиональное выгорание. Финансовая стабильность не может не радовать, но вот отсутствие роста склоняет к грусти. Впрочем, эмоциональная перезагрузка увеличит активность и энтузиазм. Телец. Отложенные поездки или потеря важных документов и информации будут действовать как дополнительный раздражитель. Выход здесь один – без эмоций проанализировать причины неудачи и провалов. Многим рекомендуется пересмотреть свои взаимоотношения с коллегами по работе и партнерами по бизнесу и задать себе вопросы по поводу собственной значимости. Возможно, последний критерий сильно преувеличен и негативно влияет на успех. Близнецы. Нерешенные проблемы и напряжение могут вывести из равновесия кого угодно, но только не вас. Рекомендуется уделить особое внимание финансовым документам, так как последние могут содержать подводные камни и принести немало неприятностей в будущем. Что касается здоровья, то вам особенно рекомендуется поберечь зрение в этот период, избегая долгой работы за компьютером и активного использования гаджетов. Рак. У вас продолжатся позитивные тенденции предыдущей недели, когда на первом плане будут стоять материальные вопросы. Приятные новости, связанные с финансами, порадуют большинство из вас. А новые карьерные горизонты откроются перед представителями деловых кругов. Некоторые представители получат возможность повысить свой профессиональный уровень, пройти обучение, которое впоследствии положительно скажется на карьере. Лев. Вам предстоит завершить период относительного покоя и апатии. Пришла пора активных действий. Львы и сами будут готовы нарушить существующее равновесие, стать возмутителями спокойствия, вмешиваться в ситуации и принимать решительные меры. Состоящих в отношениях львов ждут подарки или знаки внимания со стороны своих партнеров. Дева. В основном девы будут прикладывать усилия в деловой сфере работы и бизнеса. Многим для преодоления сложных ситуаций придется применить не только свои профессиональные знания и навыки, но и использовать хитрость, блеф или лесть, иначе спасти положение будет крайне сложно. Романтические знакомства в конце недели поднимут настроение. Весы. Последнюю неделю своего астрологического периода вы проведете за постановкой новых для себя задач. Даваться это будет нелегко, так как в настоящее время весы склонны видеть все расплывчатым, неясным и очень глобальным, без какой-либо конкретики. Вам рекомендуется отложить решение на следующую неделю, когда Венера и Солнце перейдут в соседний знак. Скорпион даст конкретику мыслям и эмоциям, а Венера поможет достигнуть желаемого компромисса между ними. Скорпион. Вопросы, на которые предстоит найти ответ, будут связаны с вынужденными решениями и поступками. Кто главный в этой ситуации, кто владеет ею и от кого зависит исход. Многие достаточно быстро найдут ответы на поставленные вопросы, скорректируют свои действия и увидят возможность освобождения от ограничивающих обстоятельств. Всю неделю рекомендуется пользоваться общественным транспортом, так как пробки на дорогах будут восприниматься особенно болезненно. Стрелец. В начале недели вы ощутите себя бунтарями и новаторами, в связи с чем перестанете прислушиваться к советам и рекомендациям. Эксцентричность некоторых стрельцов будет просто зашкаливать, что в перспективе может принести вред. В профессиональной сфере выиграют те, кто сможет найти нестандартные варианты решений проблем. Козерог.
Стремление увидеть взаимосвязи событий и людей там, где их нет, может привести к тревожности и подозрительности некоторых представителей этого знака. Бурные дебаты и выяснение отношений ожидают большинство семейных и состоящих в отношениях козерогов. Некоторые будут вынуждены нарушить ими же установленные правила, но в перспективе это принесет желаемый результат. Водолей. Вас ожидает приятный период, связанный с интересными встречами, обучением, перспективами в финансовой или материальной сфере. Здесь особенно уверенно будут чувствовать себя самые трудолюбивые представители этого воздушного знака. Те, кто готов ради своих целей пахать день и ночь, получат не только вознаграждение за свои труды, но и увидят дальнейшие возможности для самореализации. Рыбы. Возможно, будет иметь место профессиональное выгорание или просто временное отсутствие интереса к работе. Финансовое положение рыб будет достаточно стабильным, а отношения с партнерами – надежными. К середине третьей декады октября рыбы приведут в порядок свой энергетический баланс и расставят приоритеты в отношениях. Ну, вот на такой звездной ноте, я бы сказал, завершаем мы наш сегодняшний эфир, но завершить его хотелось бы, конечно, такой приятной новостью. Дело в том, что мы объявляем фотоконкурс под названием незамысловатым «Первый снег». Прошлая неделя порадовала этим замечательным событием, и если у вас есть интересные, креативные, необычные, а возможно даже шедевральные фото первого снега, то смело отправляйте на наш номер 8 914 273 4488. Лучшие покажем в эфире. Ну а я на этом прощаюсь. До завтра. Увидимся в это же время. Узнаем много нового, встретим новый день.